Великая Отечественная война была особой по жестокости и потерям из всех войн, унеся жизнь более 23 миллионов бесценных жизней, оставив после себя неизгладимые раны в памяти и сердцах всех участников войны на фронтах и в тылу. Рядом с нами в музее уже после выхода на пенсию несколько лет работала Феврония Алексеевна Баишева, первый профессиональный хормейстер Якутии, одна из основоположниц якутской музыкальной культуры. В записанных нами видеомемуарах она вспоминает самое начало войны. Я тогда работала в театре в это время, пела в хоре и жила в общежитии на улице Дыгына, теперь Жиркова называлась. Эта улица вообще пропала сейчас, видно. И вот это было во второй половине, не во второй половине, в начале, в июня лежала я больная, и пришел Иван, это друг моей соседки по комнате. Я рассказала, что утром вот министр иностранных дел Молотов объявил по радио о том, что фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. И началась, значит, война. Ну, я по молодости думаю, и по примеру Хоткингола, и потом финской войны, все тогда была испанская война, как-то думала, что быстро наши победят, и закончится скоро эта война. Очень большая вера была в силу нашей армии. Но она не кончалась. В 1941 году ушли мои двоюродные братья, молодые, Павел и Василий. Они служили на Западном фронте. Они погибли потом. И потом скоро уже призван был мой родной брат. Ему уже не так было мало лет, где-то так 38, наверное. Семья осталась. И вот я пошла встречать, ну как-то увидеть его, встречать в баню городскую. Тогда эта городская баня стояла там, где сейчас лорд, и все люди собирались сюда, со всех районов. Вот, они, видно, там их мыли, но нельзя было зайти, калитка была закрыта, и стоял караульный с винтовкой, прямо со штыком. И кто-то, молодежь, собирались вот так, карабкаться собирались, их останавливали. Но потом каким-то образом открылась калитка, много народу, трудно было понять, кто открыл и кто попросил. И я зашла со всеми вместе, и народ вот так шел, и внутри народ, и наружу народ. И вдруг увидела я брата с моим нашим земляком Максимом Артемьевым, они шли мимо меня. И он меня не увидел. Я его за подол, когда дернула, он только повернулся. Я говорю: Захар, Захар. Ага. Он так обрадовался, и потом мы пошли куда-то там, сели, какие-то доски лежали, сели, и они вытащили свои вот провизии, ну, лепешки, туяси, масло, и вот, ну, покушать. И они меня, конечно, тоже угощали. В то время шла, вообще трудно было, с хлебом, все. И вот, а я думаю, он меня говорит: ну, кушай, кушай. А я думаю, как же вот ему, я съем, у него мало останется, для него я, оставляя, я не ела. Потом я очень жалела позже, когда думаю, если я покушала бы с ним, может быть, он вернулся. Больше я его не видела. Я от него потом получила из города Молотова письмо, единственное письмо. И он написал, что скоро нас с одним земляком якутом отправляют на юг, а куда — не знаем. И вот. Ну вот оказалось, они в Сталинград отправили их. Потом в 1943 году уже
второго брата. Он уже старый человек, был, тоже детей много, 3 или 4 мальчишек были. И второго тоже двоюродного брата взяли. Но их и взяли в Восточный, вот, Забайкальский военный округ. В кавалерии они служили, смотрели за лошадьми, ухаживали. Так это назывался Трудовой фронт. Они вернулись потом в 1946 году. Вот такая страшная война. А те, которые вот на Западный фронт пошли, вот 3 молодых моих двоюродных братьев, они все погибли. Больше не вернулись. И вот потом, вот я тогда подумала, когда особенно вот старшего брата проводила, это было страшно. Это было осенью, холодно было, в Даркалахе. И с ним еще был мой двоюродный брат по линии матери. Мы впервые встретились, брат мой познакомился с ним. Я ему подарила, только могла, подарила фото свое, пришла в общежитие, мы в общежитии техникума связи жили с девочками. И у меня такая истерика началась, кошмар. Я подумала, как же так, вот они абсолютно вот неграмотные люди. Вот он, например, абсолютно, во-первых, у него одного глаза еще не было. Когда-то в молодости побредил, строя дом. И вот, думаю, как же вот так они пропадут, не зная ни команды, никаких объяснений. Вот, просто думаю, пожалел, думаю, почему я не родилась мужчиной, я бы поехала в армию, фронт, хотя бы я одного фашиста убила. Я знала, в отличие их, что русский язык понимала, в команду, наверное, могла бы понять. Война принесла якутскому народу суровые испытания. Но годы войны были не только годами тяжелых решений, но и годами огромного патриотического подъема. Этот подъем нашел яркое выражение в музыкальной жизни Якутии. Несмотря на все трудности, успешно продолжалось строительство национальной музыкальной культуры, начатое в 30-е годы. Драматический театр и созданный при нем в 1940 году музыкально-вокальный коллектив много сделали для развития национального профессионального музыкального искусства. В театре успешно работал целый ряд высококвалифицированных, приезжих, эвакуированных, в том числе музыкантов. Дирижер Михаил Бенедиктов, хормейстер Василий Попов, концертмейстер и выдающийся педагог по фортепиано Полина Константиновна Розинская, балетмейстер Сергей Владимиров-Климов и другие. Широко развернулась организаторская и творческая деятельность якутского композитора Марка Николаевича Жиркова. Большую известность в республике получили замечательные якутские певцы Александра Новгородова, Анна Егорова, Екатерина Захарова, Тарас Местников, Михаил Жирков, Устин Нахсоров и другие. Коллектив Якутского национального театра, сильно поредевший, многие артисты ушли на фронт, самоотверженно трудился над постановкой новых спектаклей якутских и русских драматургов. Музыкально-вокальный коллектив дал в первые годы войны целую серию интересных концертов русской классической и якутской музыки. Совместно с драматической труппой он осуществил также ряд музыкальных постановок. С огромным успехом проходили спектакли музыкальной драмы «Нюргун Батур Стремительный» по либретто Сорона Моллана с музыкой Марка Николаевича Жиркова, героический эпос якутского народа «Аланхо», где основная цель – победа добра над злом, были особенно созвучны общенародному патриотическому подъему. Якутские богатыри побеждают злых абасы, значит, и мы победим фашистов. Молодая Феврония Баишева в те годы только что поступила в хор при музыкально-вокальном коллективе театра.
И с началом войны у нас сразу прекратилось эти учебные занятия, поскольку у нас молодые артисты хора, артисты балета и молодые артисты драмы ушли на фронт. И такая тяжелая обстановка была в театре, но тем не менее шли вот спектакли драматические, и вот мы, как музыкальная драма «Нургун Батыр шоу». И мы, конечно, участвовали в массовых сценах. Тогда были прекрасные исполнители, которых я вот видела, первых исполнителей. Туярмуко пела Александра Новгородова, прекрасным таким народным голосом, очень красивая сама, прекрасная драматическая актриса. Вот. Нургун Батыра пел Михаил Жирков, очень большой, прямо сам действительно походил на богатыря, особенно оденет вот, наряды кольчугу воина. Очень хорошим голосом, тоже прекрасный драматический артист был. Рюму Алана пел очень красивый Иннокентий Местников, драматический артист. Вот. Потом иногда пел Устин Нахсоров, поскольку это очень часто шло, наверное, трудно было одному нести. Сорок Балура, Петр Решетников, незаменимый, удивительный, с таким маленьким лошадником, он как будто там сидел, сделано было так, что он сидит, ноги торчат, а сам на своих ногах бегал. Вот. Очень веселый, у него грим был такой, почему-то вот такой вертикальный глаза, так загримировался. Вообще удивительно, как он зайдет, прямо все заполняется какой-то радостью, да он и всякие и печальные сообщат, и радостные сообщал. Вот, очень талантливый человек. Помню, этот Пенемон Яким Дмитриевич Избеков играл, Кюнкивей Энахсин, это мать Туярмуко, Прасковья Федорова, тоже драматическая актриса. Потом Ирум Дюрагастай, вот такой еще был тогда герой, который уже давно попал в подземный мир, это царство от Гусака, и он уже в цепи был много лет. И вот этого пел Нухсоров, в основном он пел. Тогда последующие спектакли этот герой Аю Дюрагастай не пел, просто говорил. Вот. Осу Сутаки Виктор Савин исполнял. Он небольшого роста, но одет был такой. Вообще он, это герой, властелин Нижнего мира, очень хвастливый. Даже был однажды курьезный случай. Их гонялись, вот когда во время борьбы средний мир как будто колыхался. Так и делалось на сцене, как будто колыхалось, потому что какие-то мальчики, мужчины, в общем, молодые, валялись, как будто вот не могут держаться на ногах, и они гоняли их. В этом спектакле гонялись, говорили: вы уходите на Лунную гору, там деритесь, не колыхайте землю, не тревожьте землю. Вот их гоняли, они бегали прямо авансценой походили. Вот я просто вот он так, так ему как было тяжело, в общем, дышал так. Нургун Батыр сзади, и вот тут останавливается перед зрителем и говорит: о, я, говорит, харахтах бары, истин кугахтах бары кырын. Бу Нургун Батыр багайым тымын бханерер диен. Публика хохотала, потому что он как-то перепутал эти слова. Это было очень-очень потешно. Удивительно была эта Туларысова декорация.
Там действительно вот кипело, вот так крутилось с огнем это кипящее море. И вот наконец-то он упал так с криком, а Нюргун говорит: «Я уруй, айхал», а тот, значит, падает. Наконец он горит там. Ой, Господи, вот понимаете, вот эта тема войны, во время войны, эта тема победы светлых сил над черной силой удивительно соответствовала, как-то гармонировала для тех, кто был, вот, сидел в зале, те, которые уходили на фронт. Просто удивительно принимались, с такой радостью, как будто действительно это было так, да. Ну вот теперь еще была отрицательный образ. Кыс-кыс-кайдан – это сестра Оту-Сутака. Она такая страшная. Это Мария Валерьевская, драма-актриса, играла очень хорошо. Просто Гулланда Сюрдак, просто у нее такая одежда была такая, все, какая-то вот такой отрывчатые сарафаны. И она удивительно помогала своему брату Оту-Сутаку. Она мучила этот Ярмаку ужасно. Она хотела выйти замуж за Урумолана, а тут она соперница. Ой, издевалась. Тогда, знаете, была, вот она бедная, ее перевезли кругом, такой, ну, скажем, камера, это вот так каменная, и она перевязанная, сидит, и над ней тут ворон все время приходит, клюет. И потом выходит оттуда медведь, вот так выходит и бьет по камням, и оттуда прямо огонь. Ага. Брызгает огонь. И она просто умирает. И потом вдруг она приходит, вот эта такая кыс-кыс-кайдан, она готова все ее царапать. И бедная эта Туярмако падает и плачет. И народ, слушатель, всегда плакал. И мы плакали. Удивительно хорошо играла Новгородова. Просто она буквально плакала. У нее голос дрожал, и слезы у нее были. Красиво одетая лежит. Вот так. Ой, в общем, это такой был спектакль. А этот спектакль шел как музыкальная драма, все-таки в сопровождении оркестра. Но оркестр был очень маленький состав, 6 или 7 человек. Я помню, виолончель был, скрипка были, скрипачи были. Там даже были 2 якута скрипача. Вот один молодой Сергачев, кажется, Дима, и другой Соловьев. Я удивлялась, когда они учились, они играли. Но от Сергачева говорили, что он учился во Дворце пионеров. И Николай Жирков, играя на своей скрипке, как бы дирижировал, управлял. Да, поскольку маленький оркестр там, все-таки там вместо каких-то инструментов заменял этот пианино стояло, где играла Полина Константин-Разинская. Это приезжая наша любимица, окончившая Московскую консерваторию, пианистка. И с ней же вместе они приехали, Василий Петрович Попов, хормейстер. Вот они нас учили это. Очень талантливые люди, очень умелые. Но они были уже в возрасте, ну не таком, конечно, где-то уже 25, вот так, 26 все-таки были. И вот. Ну вот так спектакль шел. И было очень красочно. Рассказывали, что даже поскольку Марш Николаевич стоял, он же очень большой был, а там яма. Ну, яма, видно, не такая, вот старая церковь теперь-то. Чароид был долго, да. И он, конечно, половина его видно. И вот когда он дирижировал, или вот так, он в основном и скрипкой играя дирижировал. И какой-то зритель рассказывали, вот стучал по плечу, говорит: «Огоняр, тохтаре, хитинерди». Вот такие у нас были слушатели, зрители. Конечно, для него, ему надо было слышать все, текст, все. Вот, родное искусство, таюк, надо было слушать ему. В годы войны, значит, часто уходил свет. Вот уйдет свет, темнота в театре, в зрительном и на сцене. И нам сказали, кто где стоит, там сесть должен. И мы где стоим, и там садимся, потому что ничего не видим. Ага.
и ждем. Иногда бывало долго, очень долго, полчаса, 40 минут, наверное. Никто не уходил, никто не шумел. Да, мы-то, конечно, на работе находимся, а вот зала никто. Вот сейчас выходит, заходит, тогда нет. Очень такой культурный, порядочная публика была. Потом свет придет, мы с того места, где остановились, так и продолжали, прямо как кино. Вот в такой обстановке работала с года войны, наше искусство показывало свои достижения, музыкальное, чисто народное творчество. За 3 года Нюргун Батур был показан более 100 раз. И вот в честь 100-го показа в 1943 году театром были собраны деньги в размере 158 300 рублей, в том числе 87 645 рублей облигациями государственных займов на сооружение для фронта мощного танка Нюргун-Батур. В 1942 году сплоченный коллектив театра, поддерживая почин вахтанговцев, внес крупную сумму на строительство эскадрильи самолетов «Советский артист», а в начале 1943 года сдали в фонд обороны 132 тысячи рублей деньгами и облигациями государственных займов. В годы войны в театре шла также «Майская ночь» по Гоголю с фрагментами музыки Римского-Корсакова в постановке Андрея Филипповича Костина. Спектакль шел на русском языке. Эту пьесу ставили именно как музыкальную драму, где пели только хор и главные герои. Партию Левка исполняли с блеском тенора Николай Харитонов и работавший врачом-фтизиатром талантливый певец Григорий Кокшарский. Панночку пела ставшая легендарной певица Екатерина Захарова. Пьяницу Калиника пел Тарас Местников. Роль Ганны, в которой был влюблен Левка, играла актриса драмы Дарья Иванова. Ну, а отца Левка, сельского голову, играл Марк Слепцов. Свояченицу Мария Белолюбская. Публика принимала спектакль очень хорошо. Хормейстером был Василий Петрович Попов, дирижировал сам Андрей Филиппович Костин. Постановщики сочли возможным включить в этот спектакль так, фрагменты из другой очень известной оперы Римского-Корсакова «Садко». Хор «Красных девиц» подводного царства и вокалист морской царевны, которая пела Екатерина Захарова, из второй картины, и колыбельный волховых из 7-й картины. Музыкальный материал из «Майской ночи» Панночка пела только вот с места, где вот Лепко он поет. «Молодец, милый, найди мне ее мачеху злую мою». Вот. Василий Петрович Попов с постановщиком Андреем Филипповичем Костиным, и он же дирижировал, часто спорили, очень сильно спорили. И вот я, поскольку ходила к Полине Константиновне домой, приходила иногда там, что-то занималась, и вот однажды спросила: Василий Петрович, почему вы так спорите с Андреем Филипповичем? И вот он тогда сказал: когда-нибудь ты сама поймешь, и мне ничего не сказал. И вот я позже, уже в 1946 году, в Московской консерватории, когда в национальном отделении училась, жила в общежитии, у нас 15 человек в комнате. И вот девочка перед зимним экзаменом, перед весенним, всегда вот это музыковеды особенно, да, играет. У нас рояль стоял большой, и вот музыку. И вот так обрадовалась, я услышала, и вот это из Садко, оказывается, в общем, я помню, это морской царевны и подводного царства. О, я говорю, это с «Майской ночи». Они говорят: нет, откуда с «Майской ночи»? Это, говорит, из Садко. А мы пели «Майской ночи», мы ставили «Майскую ночь», мы там пели.
мы были это, красных девиц. Ой, ну вот действительно, как Василий Петрович сказал, я узнала, и мне было так, что получается, что я пальцем в небо попала. Когда уже со мной сама не попала в неудобное положение, я поняла, Василию Петровичу, вот нашему любимому хормейстеру Василию Петровичу Попову, не нравилось это такое смешение разных материалов из разной оперы. Правда, это, конечно, и «Майская ночь» и Римского-Корсакова, и «Садкорье» и Римского-Корсакова. Музыка это одного композитора, но все-таки совсем разные произведения и совершенно разные истории. Вот. По словам Февронии Алексеевны, несколько девочек из хора, в том числе и она, принимали участие в драматическом спектакле «Бедность не порок» по Александру Николаевичу Островскому. Так, мы в этом спектакле изображали ценных девушек, поющих русские народные песни. Помню, «Африкан Савич» такая была песня. Играл артист Панаев. Он был не очень красивый, а играла Любу очень красавица, наша вообще известная народная артистка Дарья Слепцова. Ее выдавали вот за этого старого Африкана Савича замуж. Отец его жестокий, отец жестокого отца играл, Марк Дмитриевич Слепцов, он очень здорово тоже играл. И нам было очень-очень жалко эту Любу. И мы страшно, вот когда пели, мы как-то от души пели, по-настоящему, переживая. Как-то неприятно пели это руссконародный Африкан Савич. Вот сейчас не помню текста. Африкан Савич холос, что-то такое, вот так был текст. Она любила, вот Люба любила приказчика. Его исполнял Николай Табулахов, Николай Слепцов Табулахов, известный поэт и артист. В 1943 году на сцене была поставлена пьеса Сорона Моллона «Сайсары», потрясающего произведения якутской литературы. В роли Сайсары выступала Прасковья Федорова, богача Марк Слепцов играл, Кяти Анна Егорова. Вот, к концу спектакля Кяти возвращается из учебы. Она училась в Москве, и с ним приезжает молодой специалист русский. Его исполнял Тарас Павлович Местников. И вот народ собирается на торжество, и гость поет из страны далекой, с Волги матушкой широкой, собрались мы сюда. И мы подхватывали. И действительно, и сразу подхватывали. Вот он, Тарас Павлович Местников, очень хорошо пел, красивым голосом, вот так. Грим русский, красивый. И действительно, в то время вот как-то особенно это удивительно созвучно было настроению того времени. Дружба народов, что было очень важно тогда, такие тяжелые военные годы. И вот кроме перечисленных спектаклей в театре готовилось много концертных программ. Особо следует отметить большой театрализованный концерт на либретто поэта Сергея Васильева «Айхал», в котором был задействован весь творческий коллектив театра. Первая часть была посвящена мирной жизни, завершавшаяся, как и в действительности, в день летнего солнцестояния, в самый длинный день в году, 22 июня. В моей памяти самая кульминационная точка вот этого праздника был Ахокой. Мы, артисты, прямо вот выходили в танцы Ахокая по диагональной сцене, вдруг гром и молния, и голос диктора объявлял о начале войны Отечественной. А в это время как раз по второй половине в основном шли произведения, связанные с военной тематикой. Вот, например, «Канигар»
Это Винокурова Чагылгана на текст тогда написанный. А мелодию написал Андрей Костин. Это преподаватель вот этого театра, русский человек. Николай Харитонов своим теноровым голосом всегда пел. Из балетной труппы нашего театра тогда отличалась танцевальная пара Ирины Максимовой и Иннокентия Христофорова. Ирина Максимова – это мать нашей прекрасной пианистки Аизы Петровны Решетниковой, а Кеша Христофоров – это папа Натальи Христофоровой, нашей прекрасной балерины. Выделялась Мария Попова, очень красивая женщина. Впоследствии она вышла замуж за Андрея Костина. И вот она мать нашего Алексея Попова, нашего прекрасно талантливого балетмейстера. Впоследствии это все. И тогда моя подруга еще приезжая русская балерина Евгения Садовникова. И, конечно же, в программе театрализованного концерта «Айхал» прозвучали массовые патриотические песни, которые родились в годы войны. «Капитан Гастелло» Марка Жиркова на слова Кулачикова Илья, о летчике-герое, который погиб в горящем самолете, протаранив при этом эшелон с врагом. Впервые исполнила его артистка хора Варвара Шараборина, ее отец Михаил Терентьевич Шараборин-Кумаров, известный ланхасут Алекминского района. И, конечно же, в авторском исполнении прозвучала широко известная песня тех лет «Эргостюнцетыла» «Заостри свое оружие» на стихи Алексея Берияка в исполнении автора мелодии, певицы Екатерины Захаровой, этой удивительной певицы, нашего жаворонка Саха Кюэлигая, с высоким, сильным сопрано большого диапазона, которая выступала всегда так искренне и проникновенно. Ее выступления всегда пользовались огромным успехом. В исполнении другой замечательной певицы тех лет Анны Егоровой, обладательницы меццо-сопрано небольшого диапазона, но с красивым бархатным тембром, ласкающим слух, прозвучали две песни на стихи Кулачикова Илья Марка Николаевича Жиркова «У могилы партизана» и «Акулина» на мелодию Антонины Николаевны Клещевой, солистки Якутского радио тогда, а впоследствии солистки Московского радио, заслуженные артистки РСФСР. Анна Ивановна Егорова вкладывала в пение весь свой драматический талант. Сидевшие в зале часто плакали. В репертуаре хора тех лет были в основном песни Марка Николаевича Жиркова в обработке Григория Лобачева. Песня о Сталине на слова Серафима Кулачикова Илья, «Кот Тары» на стихи Николая Табулахова для женского ансамбля, «Кере» в обработке Василия Попова и другие песни. Тогда у нас в хоре всего было 50 человек. Ну, с теми, которые ушли на фронт, потом наполняли еще с молодыми силами. Мы выступали тогда в якутских национальных костюмах даже. Так, у многих артистов хора были прекрасные голоса. Мы тогда работали в Старом театре. Это бывшая церковь. И отличная там акустика была. Просто высокий потолок. Так облагораживал голос, как-то усиливалось красиво. Творчество якутских тоёксутов, импровизаторов, также активно включилось в общенародную борьбу с фашистскими захватчиками. Таюки военных лет были проникнуты пафосом борьбы.
На страницах республиканской печати постоянно появлялись вдохновенные поэтические импровизации якутских певцов, призывавших к святой мести, славивших исторический ратный подвиг советского народа. Высоким художественными достоинствами отличались песенные импровизации Николая Абрамова-Кыната «Вот да будет разгромлен кровавый фашизм», Михаила Шараборина-Кумарова «На защиту Родины, за наше торжество», Екатерины Ивановой, Иннокентия Бурнашова «Тонгсорна», Платона Семенова, Прокопия Едрихинского получили известность импровизации народного певца Николая Степанова «Нуарай», с оружием в руках сражавшегося с фашистами и тяжело раненого в 1942 году. Во время войны впервые прозвучал голос талантливейшего певца-импровизатора Сергея Афанасьевича Зверева. В августе 1943 года на страницах республиканской газеты «Крым» были напечатаны его таюки «Победим», «Кыйх Пыт», «Великий Курган». Вскоре были опубликованы и другие его импровизации. Песня уходящего на фронт, таюк «Благословение отца», «Благословение бабушки». Популярность Сергея Зверева как народного певца и поэта быстро росла. К концу войны он был автором многих известных эпических песен. В 1944 году были предприняты новые серьезные шаги, направленные на развитие якутского профессионального музыкального искусства. Открылась первая в республике детская музыкальная школа. Несколько молодых якутских музыкантов были отправлены на учебу в центральные учебные заведения. В том же году был создан музыкальный театр-студия, прообраз театра оперы и балета. Тогда же была направлена в Москву бригада работников якутского искусства под началом выдающегося строителя якутской профессиональной музыкальной культуры Марка Николаевича Жиркова. В задачу этой бригады входило установление творческих контактов с московскими композиторами и создание с их помощью якутского музыкального репертуара для театра-студии. В бригаду вошли драматурги Сорона Маллан и Аким Дмитриевич Избеков, Устах Избеков, поэт Илья Дорофеевич Винокуров-Шагалган. В работе творческой бригады приняли участие 17 московских композиторов, за 8 месяцев написавших около 300 произведений на якутские темы. Николай Иванович Пейко, ранее уже побывавший в фольклорной экспедиции в Якутии с музыковедом Штейманом, написал кантату для солистов, хора и симфонического оркестра на текст Сорона Маллана. Известный по титрам всех фильмов того времени дирижер оркестра кинематографии Григорий Гамбург и большой впоследствии друг Якутии композитор Роза Ром создали симфонические сюиты на якутские темы. Якутский победный марш для духового оркестра написал Давид Федорович Салиман Владимиров. На конкурсе произведений для советской армии этот марш был признан лучшим маршем на темы народов СССР и звучал во время Парада Победы на Красной площади 1945 года в Москве. Тогда же написали ряд интересных музыкальных произведений для Якутии композиторы Виктор Белый, Варвара Гайгерова и будущие профессора Московской консерватории Александр Лакшин, Михаил Мейрович, Марк Мильман и другие. Деятельность музыкальной бригады положила начало постоянным творческим связям якутских музыкантов с композиторами Москвы. Тогда возникло творческое содружество Марка Николаевича Жиркова с композитором Григорием Лобачевым, сделавшим ряд замечательных обработок якутских народных песен. Но особенно плодотворным стало многолетнее, можно сказать, уникальное творческое содружество Марка Николаевича Жиркова с Генрихом Ильичем Литинским. Результатом их совместной работы были первые якутские оперы
Нюргун-Батор, Сыгык-Кырынастыр, балеты «Полевой цветок», «Алый платочек», постановка которых стала самым значительным событием первых послевоенных лет, периода расцвета якутской музыкальной профессиональной культуры.